Главные события уходящего четверга, 20 июня, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Работа по ликвидации лесных пожаров на территории республики продолжается. На особом контроле 9 лесных пожаров, действующих вблизи населенных пунктов. Обновить общественный транспорт, ввести логистический центр и построить аквапарк. Делегация ВБРФ обсудила стратегические проекты в Якутске. Надежные партнеры в рождении новой жизни. Перинатальный центр Якутии с начала года принял более 2000 детей. Цирковые трюки, летающие кони и драконы. Расскажем, чем еще удивило представление открытия СХ Аланхо в Амге. Ну а Якутск, как хороший хозяин, готовится принять гостей важного события. Объекты игр «Дети Азии» прошли финальные проверки. Работа по ликвидации лесных пожаров на территории республики продолжается. Совместными усилиями МЧС приостановлено тушение 102 лесных пожаров на площади 128 тысяч гектаров. По данным на 20 июня, на контроле находится 9 лесных пожаров, действующих в 20 километрах от 10 населенных пунктов. Также продолжаются профилактические мероприятия по обнаружению нарушителей правил пожарной безопасности. Так, с начала года выявили 97 нарушений и вынесли 69 предупреждений и 5 административных штрафов на общую сумму в 280 тысяч рублей. Выявили 11 виновников лесных пожаров. На сегодня у нас до сих пор сохраняется сложная ситуация в Алекминском районе, где продолжает действовать 9 лесных пожаров. И сейчас вот буквально по оперативной обстановке, буквально пока находясь здесь, еще 2 пожара обнаружили наши авиамониторинга, ну и уже начали эти пожары обслуживать. Также достаточно сложная ситуация у нас наблюдается на территории Усмайского района, где группировка уже достаточно большая, больше 200 человек работает. Буквально вот в 8:30 через 1,5 часа борт приземляется в городе Якутске с Владивостока сотрудников парашютно-десантной пожарной службы региональной авиабазы Приморья. В нескольких многоквартирных жилых домах в столице республики началась поэтапная приостановка подачи газа. Причиной этому стало отсутствие положительного заключения технической диагностики внутридомового газового оборудования. Так, первым на очереди стал дом по адресу Лермонтова, 90/1. Там остановили подачу газа в 4-м подъезде. Это необходимо для своевременного выявления возможных неисправностей и предотвращения аварий. Всего газораспределительная компания направила более 16 тысяч уведомлений жителям МКД. Всего в перечень на отключение подачи газа включено 10 тысяч жителей, у которых договор о техническом обслуживании газового оборудования. Мы уведомления начали с весны этого года, то есть согласно законодательству мы обязаны уведомить жильцов за 40 и за 20 дней перед отключением. Мы эту процедуру всю соблюли и вот начинаем отключение уже. Всем сообщили об этом, но до сих пор никакого действия нет со стороны жильцов. Ни один житель данного подъезда не заключил договор на техническое обслуживание, так как техобслуживание это является обязательным. Глава Якутии Айсан Николаев провел совещание с делегацией ВБРФ, в ходе которого рассмотрены проекты республики и мастер-плана Якутска, планируемые к реализации с участием Государственной корпорации развития. Среди рассмотренных проектов, которые планируется реализовать с объединением усилий правительства республики, администрации города и ВБРФ, модернизация уличного освещения, реновация территории Центрального парка культуры и отдыха, строительство транспортно-логистического комплекса в районе Табаги в сторону мостового перехода через реку Лена и проект модернизации общественного транспорта на территории Якутска, а также строительство кинопавильона и прокладка волс в Арктике. Мы сегодня обсудили мастер-план города Якутска. Мэр города представлял основные проекты мастер-плана. И, соответственно, мы смотрели, какие инструменты поддержки могут быть у ВПРФ, у других институтов развития для того, чтобы эти проекты мастер-плана были реализованы в ближайшее время. И мы очень рады, что мы здесь находимся сразу после визита президента Российской Федерации. Мы с большой гордостью отмечаем, какие интересные вчера проекты вы презентовали главе государства. И понимаем, что нужно здесь объединить все усилия для того, чтобы эти проекты были реализованы в ближайшее время. Это наша общая задача.
Продолжается комплексная застройка квартала «Воинская часть» с поликлиникой на 600 посещений, школой на 990 мест, детским садом на 315 мест. Сегодня в квартале усиленно решается вопрос по ремонту и строительству дорог, планируется строительство улично-дорожной сети, также решается вопрос по водоснабжению. Сегодня из 7 многоквартирных домов построены 2, в которые вскоре переселят жителей из 17-го квартала. В микрорайоне «Спортивный» строительство начнется уже в начале июля этого года. Здесь планируется возвести 46 многоквартирных домов, в которых новое жилье получат почти 14 тысяч человек. Напомню, строительство ведется в рамках комплексного развития территории 2, 4 и 17 кварталов, где снесут 160 аварийных домов. Вот стройка начнется в июле. Первые 3 секции, 126 квартир, уже начнут строительство. Есть определенные проблемы с коммуникациями. Естественно, коммуникации все нужно будет перекладывать. Эта работа ведется, будет принят новый план в этом году. Мы сейчас стоим на месте строительства нового спортивного комплекса. Тоже есть вопрос по началу его строительства. Сроки немножко передвинулись, я бы сказал. И второе – это переселение вот этих 2 домов, которые у нас за спиной сейчас находятся. С большей частью жителей уже получено согласие. Ну, с остальными нужно будет просто действительно показать им, они должны посмотреть, куда они переезжают. Я думаю, тоже вопросов никаких не останется. Набережную озера Сайсары благоустроят к играм «Дети Азии». На территории помимо прогулочной зоны появятся спортивные и игровые, а также места для отдыха жителей всех возрастов. В настоящее время ведутся работы по обустройству тротуаров и велодорожки, ну а подробности расскажет Аманотов. Якутия преображается. В преддверии международных спортивных игр «Дети Азии» в рамках мастер-плана города Якутска вводится в эксплуатацию 90 новых объектов. И один из таких объектов – это озеро Сайсары. Здесь ремонтные работы ведутся по постройке 2 баскетбольных площадок и уличного тренажерного зала. Одно из самых романтичных мест Якутска обретет второе дыхание. На данный момент на территории озера Сайсары ведутся строительные работы по 3 участкам. Это район спорткомплекса «Триумф», сквер Матери, улица Лермонтова и Каландрашвили. В настоящее время завершаются работы по укладке резинового покрытия на площадках, где будут заниматься спортсмены. Это значит, слева от меня это площадка для баскетболистов, и справа это установлены тренажеры, под них устанавливается уже 2-й слой резинового покрытия. Дальше, значит, произведены работы уже в районе Триумфа, то есть огорожен стадион Триумф оградой, и дальше там ведутся работы уже, которые не влияют и не мешают спортивным детям Азии. На строительные работы привлекли порядка 50 работников и 6 единиц специальной техники. Реконструкцию на территории спортивного комплекса «Триумф» планируют закончить до начала 8-х международных игр «Дети Азии». Процесс начался в марте. Мы начали отсыпку скальником берега. И в мае уже вышли сюда, на этот участок по благоустройству. Также у нас с мая ведутся работы по Лермонтова и Каландрашвили, благоустройство двора идет. На данном участке осталось резиновое покрытие и вот мелочи по благоустройству. Брусчатка, столбы освещения. Благоустройство озера Сайсары планируют завершить в сентябре-октябре текущего года. По результатам работ вся территория вокруг будет объединена в единую систему пешеходных и велосипедных дорожек. Благоустройство территории ведется в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Аманотов, Элита Махно, Якутск. Перинатальный центр в Якутске – это надежный партнер в рождении новой жизни. Сейчас он продолжает свою важную миссию, предоставляя высококачественную медицинскую помощь беременным женщинам и новорожденным. За этот год центр принял более 2000 детей, включая 1 тройню и 32 двойни. О том, как центр помогает молодым мамам, расскажет Дарья Короленкова. В тишине перинатального центра рождаются чудеса. В этих тихих коридорах, наполненных ожиданием, звучат первые крики новорожденных, объявляя о своем приходе в этот мир. Здесь для них созданы все комфортные условия, а особое внимание уделяется программам ранней реабилитации, которые помогают новорожденным быстрее адаптироваться к жизни вне утробы матери.
Мамочка родила, не знает, что делать, да? После родов через 2 часа они переводятся к нам, после операции тоже, да? Ну, конечно, они ничего не знают. И вот наша помощь в нашем отделении – это ознакомить мамочку с ребенком, как прикладывать, сколько кормить. Мы работаем совместно с врачами-неонатологами. Есть у нас медицинские сестры, которые работают в палатах. Поэтому мы стараемся, чтобы мама с первых моментов ребенка кормила грудью. Поэтому называются все палаты «Мать и дитя». Мы смотрим, молочные железы, смотрим маточку, смотрим все, говорим, рассказываем. После оперативных родов новорожденные поступают в палату под названием «Боксы», где за ними наблюдают медсестры до тех пор, пока мамочек не переведут из реанимации в послеродовое отделение, где потом сразу новорожденные попадают в палату «Мать и дитя». В центре каждая палата оборудована всем необходимым для удобства мамы и малыша. Удобные кровати и специальная мебель позволяют чувствовать себя как дома. Юлия Сухарь недавно родила своего второго ребенка. Она очень довольна комфортным проживанием и вниманием медперсонала. Уже через 3 дня Юлю вместе с новорожденным малышом выпишут домой. В роддоме нравятся удобные кровати, все вот изголовье поднимается. Если у меня какие-то проблемы или еще что-то, мне надо куда-то отойти, к кому-то врачу или еще что-то, я могу отдать ребенка в отделение новорожденных, они там смотрят за ним. Удобно все, кормят вкусно, все хорошо. 3 раза в день, еще 2 дополнительно, второй завтрак. Ежедневно в центре рождается от 20 до 27 детей. Стоит отметить, что в перинатальном центре имеется единственный в республике ультразвуковый кавитационный аппарат, который предназначен для реабилитации и лечения послеоперационных процессов. Благодаря этому аппарату в ковидное время мы снизили процент гнойно-септических осложнений. У нас практически не было сепсиса, да, то есть при вот таких серьезных воспалительных процессах, которые встречаются у женщин, этот аппарат нам очень помогает. По официальным данным, среди новорожденных традиционно больше девочек, чем мальчиков. Это подчеркивает важность и необходимость работы центра для населения города и всей республики. Ведь перинатальный центр в Якутске – это место, где каждая мама может быть уверена в том, что ей и ее ребенку окажут необходимую поддержку и заботу. Дарья Короленкова, Нюргун Старостин, Якутск. С сегодняшнего дня стартовала приемная кампания СВФУ на 24-25 учебные годы. Обучение проводится по программам среднего профессионального образования, бакалавриата и специалитета. ВУЗ в этом году готов принять более 5500 студентов. Одним из нововведений стало и то, что разработаны новые программы, такие как специалист по дошкольной дефектологии, учитель начальных классов и иностранных языков. Выделено более 2600 бюджетных мест в очной форме и 390 мест на заочное обучение. Документы можно подать через портал госуслуг, операторов почтовой связи и традиционно в очном формате. Приемная разместилась в главном учебном корпусе. Нововведением этого года является то, что по целевому обучению заблаговременно работодатели должны были подать заявку на сайте «Труд всем», или как мы называем его «Работа в России». И сейчас уже студенты сегодняшнего дня, то есть абитуриенты наши, могут подать заявку на целевое обучение. В целом же приемная комиссия больше не отличается от предыдущих лет, то есть это также прием документов и в очном, и в дистанционном формате. Учащиеся Якутской кадетской школы-интерната новый учебный год начнут в новом здании. Сейчас здание школы отстроено и отделано, ведутся работы по обустройству учебных кабинетов. О ходе строительства расскажет Марферина Алексеева. Строительство школы было начато в декабре 2022 года. Трехэтажное здание общей площадью около 6500 квадратных метров строится по индивидуальному проекту. H-образный корпус школы-интерната состоит из 2 блоков – учебного корпуса на 200 мест и интерната на 125 мест. Сейчас ведется усиленное возведение интерната. Его планируют ввести в ноябре этого года. Рабочие бригады работают посменно в круглосуточном режиме. Машины, механизмы, все производство свое. Часть людей работает на озеленении стадиона, часть на уборку. Одна половина работает полным ходом на монолитные работы.
На территории учебного заведения установлен стадион, зона отдыха и различные тренировочные площадки. Также на территории установили полосу препятствий. Это уникальный опыт. Его длина 125 метров. Очень важно и необходимо иметь, скажем, даже местами неблагоустроенные куски земли для того, чтобы мы могли проводить и организовывать военно-полевые учебные сборы. Вот. То есть у нас ребенок приезжает, переодевается в комфортных, хороших условиях, потом выходит в поле. Там пусть будет грязь, слякоть, дождь, стоять палатки, там дымиться костры какие-то. Вот. Он полностью погружается в атмосферу именно военно-полевого учебного выхода. Территория школы-интерната более 10 гектаров. Ее застройка и обустройство спланировано очень удобно. Если раньше учащимся приходилось перемещаться с разных зданий, это отдельно казармы проживания, спортивные залы и столовая, то сейчас все будет в двух соединенных между собой помещениях. Например, когда я учился в школе, вот 9 по 11 классы, я сам выпускник этой школы, в 11 году выпустился. И с 17 года я работаю в своей родной школе. И вот, например, когда я учился, вот тоже здания стояли отдельно друг от друга, и были сложности передвижения вот, в зимнее время и так далее. Вот. И сейчас все в одном здании. В новом комплексе свою деятельность будет вести учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Мы планируем все-таки охватывать в год военно-патриотическим воспитанием до 4,5–5 тысяч детей ежегодно. Школа-интернат подобного комплекса будет гордостью не только республики, но и всего Дальнего Востока. Марфелина Алексеева, Станислав Потапов, Якутск. Подготовка объектов к играм «Дети Азии» подходит к завершению. Представители СВФУ в студгородке, которого разместятся спортсмены и волонтеры, заявили о готовности. Здания общежития, имеющиеся стадион и комбинат питания «Сергелях» прошли необходимые улучшения. О них подробнее Тимур Колмогоров. Около 3500 спортсменов из 26 стран Азии примут участие в международных спортивных играх «Дети Азии». Кроме них, участие примут также около 2000 волонтеров. Сейчас мы находимся в так называемой Олимпийской деревне. Здесь и будут проживать как спортсмены, так и представители и волонтеры. В связи с этим весной этого года здания прошли ряд улучшений по комфорту, а в особенности пожароопасной и террористической безопасности пребывания гостей. Требования Международного комитета игр «Детей Азии» достаточно высокие, да, и там мы должны были соответствовать всем требованиям. Это, в первую очередь, конечно, это требования по пожарной безопасности, по антитеррористической угрозе и так далее. Да, мы все наши корпуса уже сдали 12 июня, уже комиссия все приняла. Да, у нас, конечно, обеспечение безопасности это самое вот такое ответственное, да, и буквально на всех окнах первого этажа установлены датчики на разбитие. Более 3000 камер наблюдения в студгородке у нас достаточно хорошо действуют. Основными организационными вопросами по заселению и встрече гостей будет заниматься временно созданная мэрия Олимпийской деревни. Прибывших спортсменов аккредитуют, расселят и проведут инструкции по правилам пребывания. Всего в СВФУ планируют принять около 4800 спортсменов и волонтеров. Практически все объекты, они готовы. Мы получили из федерального бюджета, наш учредитель определил 161 миллионов. За эти деньги мы провели капитальный ремонт следующих объектов. Это общежитие номер 18, номер 20, общежитие 7.1, 7/2. Сбалансированное питание – залог успешного участия в спортивных соревнованиях. Участников игр обеспечат трехразовым питанием, в которое будет входить как продукция местных производителей, так и поставки извне, учитывая предпочтения гостей из других стран. Постараемся, конечно, все учесть. Это вот сейчас очень актуально, но, по идее, совместно, значит, с Министерством предпринимательства и торговли, Министерством сельского хозяйства обговорены поставщики непосредственно, которые будут поставлять эти продукты. Они также утверждены. И учитывая, что в основном у нас, значит, представители Средней Азии, да, у нас будет мясо, конечно, представлено именно халяль.
25 июня откроются двери стадиона «Юность» для тренировочных мероприятий, а 1 июля на его поле пройдут соревнования по стрельбе из лука. Готовность стадиона к играм составляет более 95%. Все, что нужно по техническому заданию, устанавливается, шатры, где будут размещаться спортсмены, где будут сидеть судьи и работать. Конечно, здесь будут на нашем стадионе, то есть манеже «Юности», будут размещаться судьи. Вся судейская бригада по стрельбе из лука. Ну и спортсмены тут тоже будут. 8-е международные игры станут одним из наиболее крупных спортивных и культурных мероприятий в России. Всего в столице будет задействовано 33 объекта питания и 27 объектов для размещения участников. Уже завтра в деревню спортсменов прибудут команды из Сирии и Казахстана. Тимур Колмогоров, Григорий Охлопков, Якутск. Открытие главного национального праздника эссе Халанхо состоялось сегодня в Амге. Церемония открытия началась по традиции с благословления Алгыса и ритуала кумысопития. Подробности в материале наших коллег. Церемония открытия началась по традиции с благословения Алгыс и ритуала кумысопития, после которого зрители увидели театрализованное представление по мотивам Олонхо, сына Канан Цигилах, Холоп Канан Хонулах, Цилгыси Геота Дырей Берген, Олонхосута, Устина Нухсарова. Представление поразило зрителей своей красотой и глубиной. Театрализованное представление, которое было срежиссировано главным режиссером и директором Саха-цирка Сергеем Васильевичем Растургуевым. И судя по реакциям жителей, гостей, представление очень понравилось. И это для нас большая оценка со стороны жителей и гостей. И, соответственно, сейчас уже начались работать основные тушульга эссе Халанхо. Очень много творческих конкурсов, очень много соревнований. Символ эссе Халанхо отыгдова в торжественной обстановке водружил почетный гость эссеха, глава Якутии Айсен Николаев. На открытие мероприятия прибыли гости из разных уголков республики. Сегодня эссех посетили уже более 20 тысяч человек. Мне очень нравится, очень масштабное мероприятие. Приехали со студентами из Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации. Кафедра фольклора и культуры привезла в этом году 50 студентов на это масштабное мероприятие. Все студенты задействованы в различных площадках, в соревнованиях. В этом году культурная и спортивная часть программы очень обширная, и поэтому эссе Халанхо в Амге обещает удивить своих гостей уникальными событиями и мероприятиями. Тамара Спинтанина, Илья Лыткин, Амга. Ну а юные алданцы встретили якутское лето совсем в ином формате. Воспитанники 7 детских площадок, учащиеся начальных классов, приняли участие в квест-игре под названием «Я живу в Якутии». Игра, инициированная школой с углубленным изучением отдельных предметов, была приурочена к празднику эссех. Вместе с участниками и с заданиями квеста попыталась справиться Татьяна Махнина. День для воспитанников летних площадок выдался насыщенным и ярким. На территории культурно-этнографического комплекса «Севеки» мальчишки и девчонки вместе с вожатыми и педагогами встречали якутское лето. Праздник эссех ознаменовала квест-игра под названием «Я живу в Якутии». Инициатором ее проведения выступила школа с углубленным изучением отдельных предметов, а задание квеста разработали советники директора по воспитанию. В этом году мы подписали соглашение на летний период работы с Российским движением детей и молодежи для пришкольной площадки. И сегодня в рамках празднования ИСАХа мы решили провести районную квест-игру для детей, которые посещают школьные площадки летом. В квест-игре приняли участие воспитанники 7 летних площадок. Решение ребусов и кроссвордов, поиск зашифрованных слов, складывание пазла, испытания квест-игры оказались интересными и захватывающими. Задания хорошо справляются, все понимают, сплоченно работают, дружно, все друг другу подсказывают. Погода сегодня на нашей стороне, поэтому праздник удался, двигаемся дальше. Мальчишкам и девчонкам предстояло пройти 7 станций квеста. Ребята отгадывали названия рек и городов, вспомнили знаковые культурно-спортивные события, а также назвали коренные малочисленные народы. Кроме того, школьники освоили элементы якутского народного танца. Дети справляются, ну не у всех все получается.
Ну, я думаю, если будем это развивать, то будет у нас все получаться. Тройку лидеров составили команды, показавшие лучшее время в прохождении квеста. Победители были награждены памятными призами, а сладкие подарки получили все участники. Татьяна Вахнина, Алдан. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.